Assalomu alaykum, igramiklik zabur. Qechun atan va mehman bakudis Sadaqat Karimova deb atak. Sadaqat Karimova чи xalqni damaqya za ruschalar sualar gudaqe Sadaqat xaldiz. Ilizgich аланар хад чун русча аланар хада чилхатаги Sadaqat xaлади творчество сагафунал иза холахар чи мици халқаризни акодавол чирждавол. Assalamu alaykum Sadaqat xala. Алейкум салам. Позвольте мне воспользоваться этой счастливой для меня возможностью пообщаться с вами, задав несколько вопросов от себя и от лица всех лезгин. Потому что я не знаю ни одного лезгина, который не слышал имя Sadaqat Karimova. Благодаря вашим трудам, то, что вы делаете, это, конечно, огромный вклад в культуру лезгинского народа, без сомнений. Ну, ни одного человека я не знаю, который вас не ценит и не любит. Вы делаете большую, огромную работу, вы тянете столько, ну это не лесть, не хвальба, ну, реально констатация факта, сколько не вытянет, наверное, не то что сильные мужские плечи, да, но вы вот вы как женщина, на свои хрупкие плечи взяли вот этот огромный труд и излучая такое неиссякаемое вдохновение. Откуда вы берете, мы тоже вам зададим вопрос, очень интересно. Вот фильм, который вы сняли, показали, да, это первый лезгинский фильм, ну это вообще вам нужно медаль героя дать, тем более этот фильм, который интересен всем. Я его лично рекомендовал и русской аудитории, все смотрели, всем очень понравился. То есть, если у человека есть душа, если он умеет любить, если он живой человек, этот фильм заходит всем. Вам от баракалла, вам огромное спасибо за это, за эти эмоции, которые вы дали лезгинскому народу. Я на себя беру такое право от всего лезгинского народа поздравить вас с юбилеем. У нас для вас есть небольшой приятный подарочек. Пожалуйста, Артур. Ой, спасибо. Да. Какой букет. Спасибо. Это такая скромная от нас благодарность. Вот в виде ваших эмоций нам очень приятно видеть ваше улыбающееся. Мне очень приятно вас видеть здесь у нас в редакции. Спасибо за благодарность. Я вам благодарна за то, что вы цените. И иногда вот думаю, неужели люди вот так благодарно отзываются? Оказывается, да. А это нас окрыляет. Нам больше ничего и не нужно. То, что вы хотели донести фильмом эмоции, поверьте, они дошли. Они дошли. Обратная связь тоже вы чувствуете. Видите, я вот последний раз смотрел, больше 5 миллионов просмотров было. На лезгинском 2 миллиона, на русском языке 5,5. Вот я про русский язык, да. Да, на азербайджанском языке 8 миллионов. Лезгины у нас, которые там для себя ведут статистику численности лезгин, по просмотрам фильма на лезгинском языке ведут статистику. Ведут статистику, да, сколько же на самом деле лезгин. То есть на лезгинском языке, ну кто будет смотреть фильм? Только лезгины. Только лезгины. А он же, каждый просмотр это отдельно каждый человек, то есть как бы IP-адреса. Вот такая вот у нас получается перепись населения, то есть через интернет. Sadaqat Каинбековна, вы профессиональный журналист. Вы являетесь главным редактором по сегодняшний день лезгинской газеты «Самур», вот в редакции которой мы сегодня здесь находимся. Вы снимаете фильмы, вы пишете стихи, вы такой яркий общественный деятель лезгинского народа, вы путешествуете, разные такие этнофильмы снимаете, изучаете. Как вам все это удается, откуда вы черпаете вдохновение? Не устаете ли от этого? Вот, где вы черпаете? Все вы делаете энергично, с улыбкой на лице, и видно, что вам прямо это как бы доставляет удовольствие. Да, я бы задал вопрос так: что это для вас? Это для вас хобби, это для вас работа или это ваша жизнь? Вот как вам вопрос, как вам это удается, что вас мотивирует? Ваш вопрос напомнил мне слова моей матери. Она в детстве, вот смотря на мои дела, вот как я себя веду, чем занимаюсь, она иногда кивала головой, говорила: «Ихляла ахляль фидашкилик дедеди». Она имела в виду множественные интересы, которые меня привлекали. В 7 классе я посещала 5 кружков. Первый кружок это был кружок ботаники. У нас был Хабиб Мелем. Во дворе школы был питомник. Он выращивал там разные растения. И в кружке он учил нас прививать деревья.
Это было так заманчиво, когда вот два черенка или два маленьких веточек присоединяют, крепко их прижимают, или же вводят в древесину. И потом ты наблюдаешь, как оттуда отросточки появляются, превращаются в там, маленькие веточки. Это все мы наблюдали, мне очень нравилось это. А второй мой кружок был фотокружок. После того, как мой дядя Таир подарил мне свой старый фотоаппарат «Зенит», я начала увлекаться фотографией. У нас в школе была фотолаборатория, а зав. Лаборатории был Ферхад Муалим. И он нас учил, как проявлять надо фотографии. Потом у нас была хоровая капелла. А на капеллой управлял Фетулла Рагимханом. Он вел у нас уроки пения, и он был создателем трехголосового хора. В этом хоре 60 человек пели. Представляете? И меня тоже он взял в этот хор. И мне очень нравилось петь в хоре. Я наблюдала за ним, как он управляет голосами. Там были сопрано, альты, теноры. И всеми этими голосами он профессионально управлял. И вообще это такое божественное чувство, когда все вместе поют. Вот эти 60 голосов в единый голос сливаются. Вы думаете, мои интересы этим заканчивались? И я была членом драм-кружка. Нам наш любимый учитель Нурмет Закиев поручил поставить спектакль Самеда Вургуна «Вагиф». И не нашли во всей школе мальчика, который согласился бы на роль Вагифа, и поручили мне эту роль. Я претендовала на роль Хураман, на главную героиню, а он сказал: нет, на роль героин ты не годишься, давай лучше из тебя сделаем Вагифа. Я наизусть знала партию. Я говорю: ну хорошо, согласилась. Надели на меня кафтан, и усы сделали для меня, и он научил меня, как надо менять голос. Я вот мужским голосом, как старалась, начала, нигде не запиналась, нигде не забыла слова, и мы дали этот спектакль. Это один единственный мой спектакль был во всей моей жизни. Ничего себе. А есть где-то запись, может? Нет, в 7 классе. Тогда какие записи были? Но было занятие, которое больше всех мне нравилось. Это в то время был ансамбль танца. Руководителем был Гани Ганиев. Очень талантливый хореограф. Все дети мечтали попасть туда. Мы сюиты танцевали, 12 пар танцевали. Самая последняя была я. Вы знаете, это было так красиво танцевать в ансамбле. Ты чувствуешь, как учишься элементам лезгинки, а эти элементы, вы знаете, вдохновляют, они тебя меняют внутренне. И ты становишься совсем другой. Вот эти репетиции, вот когда одеваешь эти народные костюмы, себя совсем по-другому чувствуешь, окрыленная, совсем другая. И я так увлеклась танцами, что мне поручили еще один танец, где мы 3 девочки танцевали, эти 3 цветка назывались. Значит, красный цветок, белый и желтый. Я была желтым цветком. Даже не подозревала, что это предвещает мне разлуку с ансамблем. 9 мая мы в зимнем клубе дали концерт, и впереди сидели мои родители, отец и мать. Отец мой участник войны, он сидит, и мама рядом. Пришли домой, я думаю, они поздравят меня, начнут хвалить. А вижу суровое лицо матери. Она говорит: все, заканчивай с танцами, надо уже серьезными делами заниматься. Я говорю: как? Я же училась неплохо. Мама, я что такого плохого сделала, что ты меня так наказываешь? Все сказано, будет сделано. Пора за ум браться. Я не могла себя представить без танцев. Я не знала, что делать. Я месяц ни с кем не разговаривала дома. Мне было так больно и обидно. Я начала прятаться от домашних. Под стогом сена у меня было укромное такое местечко, я всегда там пряталась. Или среди смородин, или там на сеновале я пряталась. А холодные дни хранколи, в доме хлебопечки. Да. Я увлеклась писаниной. Я изливала душу, мне было плохо, мне надо было с кем-то делиться. Я начала писать с упоением. Я была благодарна маме. Вот эти увлечения в дальнейшем все мне пригодились.
Я и в своем саду начала потом прививать растения. Я создала хор у нас в ансамбле. Вот эта боль долгие годы во мне сохранилась. И когда я нашла первую возможность, я создала ансамбль танца. И то, что мне не удалось в молодости станцевать, я привлекла молодых людей. У нас были 3 группы, в каждой группе по 40 человек. Танцевать девушки и мальчики. Потом за все эти годы, 26 лет, почти 95% фотографий, это мною сделанные фотографии. Вот они мне пригодились. Уточняющий вопрос по поводу ансамбля «Сувар». Вы художественный руководитель ансамбля. Это на сегодняшний день, вообще за всю историю лезгин, это был самый выдающийся художественный академический ансамбль. Вы являетесь из его, то есть вы собрали там в коллективе очень много талантливых людей. Но вы же все эти постановки сами делали, это же очень много нервов. Сейчас я не являюсь руководителем ансамбля. Как мы отметили 20-летний юбилей ансамбля, я поручила это молодому нашему воспитаннику. Как зовут Честно, его? Завир Наджафов. Завир Наджафов. Да, вот молодому нашему воспитаннику, он после окончания школы у нас начал танцевать в нашей группе. Значит, как я создала этот ансамбль? После выборов у меня было такое депрессивное состояние. В 95-м году ты стоишь у алтаря Победы, но ты побежденная. Вот, почувствовать вот это, вы представьте себе. Обида, да, такая, даже не за себя это обида, обида за тех, которые проголосовали за тебя, за тех, которые доверили, за тех, которые вот днями, ночами старались, чтобы ты прошла, и ты не проходишь. Я приехала в Баку, я месяц не могла двигаться. Я просто лежала, смотрела потолок, и домашние видели мое это состояние. И мне звонят из района, а тогда уже мои песни были на устах. Моя самая первая песня — это «Лезгин гадаль илига». Мне звонят с района, говорят, что вы знаете, что на свадьбе запретили петь вашу песню. Я говорю, как? Как могут запретить петь песню? Я говорю, как? Это же обычная песня. И через 2 дня еще другое мне звонит, что мы вот на свадьбе пели, нас остановили, сказали, что не пойте эту песню. И вдруг вот эти слова, этот стресс как будто стряхнул меня. В клубе Сарабском тогда лезгинское общество «Самур» собиралось. Я говорю, у меня есть желание, я хочу создать ансамбль. Они обрадовались, честно говоря. Очень хорошо. На следующий день у меня там же в клубе уже собрались около 20 человек. Через несколько дней пришел этот Руслан Первердиев. Он после окончания школы. На 3-й день он мне говорит, я хочу лезгинскую песню. Я говорю, будет тебе лезгинская песня. Я начала собирать эти жемчужины. Через 6 месяцев мы дали концерт. Это было в Тюзе. Такой аншлаг, много народу. И первая песня, прозвучавшая, была «Лезгин гадаль илига». И весь зал аплодировал. С восторгом слушали эту песню. А после окончания концерта люди не уходили. Они стоя аплодировали нам. А потом я их позвала на сцену. В какой год? Это 1996 год. Ползала вышли на сцену, и все под эту «Лезгин гадаль илига» начали танцевать. Вы знаете, это было что-то. Вот первый концерт прошел так удачно. А потом я уже начала более серьезно относиться к ансамблю, к репертуару. У нас вот 2 направления было. Новые песни писала я, слова, музыка, и народные, самые старинные песни. «Какан дағлар», «Высокие горы», «Кпипешер авадарис», «Желтые листья», «Шарвили Сусамани», песня невесты Шарвили, «Сирхи Гуда»,
как мне довериться тебе. Вот эти такие старинные песни, и мы включили в репертуар. Ко мне пришла после Руслана Джамиля. Она изъявила желание, она из деревни приехала специально в Баку, чтобы попасть в наш ансамбль. Нам ее голос очень понравился, мы ее сразу взяли. На моем юбилейном вечере в том же Тюзе меня поздравили студентки консерватории, среди них была Джавахир Абдулова. И ее голос я сразу заметила среди этих 3 голосов. После юбилейного вечера позвонила ей, я говорю: Джавахир, я хочу тебя пригласить в ансамбль «Сувар». Ты придешь? С удовольствием. Говорит, моя мечта петь лезгинские песни. А потом мы заметили Рашада Ибрагимова. Рашад у нас профессиональный певец, очень серьезный, у него очень серьезный репертуар. Он никогда дешевые песни не споет, требовательно относится к искусству. А потом Эльвина Гейдарова. Ее привели в редакцию, когда она училась в 7 классе. Мать ее привела сюда. Говорит, у Эльвины хороший голос. Я говорю, пускай споет. Она спела арию Гюльчахры из Аршим Малалана. Когда она спела, дверь открылась, все соседние вот прибежали, кто там поет. Вы представляете? Потом Роза, исполнительница наших народных песней, очень талантливая девушка тоже. И Ахмед Курбанов. Ахмед Курбанов тоже исполнитель народных песен. Вот они с первого дня вложили много труда. Конечно, я не могу не отметить самого главного нашего музыканта Заура Мусаева, тоже с консерваторным образованием. Он играет на кларнете, он играет на свирели, он играет на зурне, притом профессионально, влюблен по уши в наши народные мелодии. Дорогие зрители, я хочу просто подметить этот момент. Вот мы сейчас разговариваем, вот настолько вот драматургия вот в ваших словах, да, вот даже жизненные вот эти ситуации, как эта девочка пришла, спела. Это вот все такие как будто бы сценарии для фильма, реально. Я вот просто сижу, меня это очень сильно вдохновляет, даже вот это в формате беседы. Очень трогательно все. Многим кажется, что и ансамбль – это аплодисменты, это аншлаги, это зрители. Ансамбль – это боли, это тревоги. Ансамбль – это переживания. Это столько труда, это просто надо через это пройти. Я вам одну деталь расскажу. Мы должны были на фестиваль в Анкару поехать. Наш ансамбль должен представлять Азербайджан в международном фестивале в Анкаре перед 100-тысячной аудиторией. Под конец нам сказали, что желательно среди танцев был и танец яллы. Мы завтра должны ехать утром. У нас нет костюмов, у нас нет танца. Мы с нашими хореографами поставили этот танец, а вечером всегда перед концертами мы все меня дома собирались. И вдруг костюмы есть, шаровары есть, туфельки есть, а вот это завязать, косыночка и пояс. Нету пояса. А в 8 часов вечера магазины все закрыты. Как быть? Вдруг смотрю, я вижу красивые занавески, как раз под цвет, под эти платья. 3 дня тому назад муж заказал занавески красивые. И повесили нам эти занавески. Я говорю, девочки, снимайте занавески. И мы сняли эти занавески. Я покроила всем косынки, пояса сделали. Как раз хватило, и маленький один кусочек остался. И поехали мы. Ансамбль – это единый организм, это семья. Если ты хочешь добиться чего-то, ты должна полностью отдаваться этому делу, иначе не получится. Членам ансамбля, вот все, и танцоры, и певцы, и инструментальщики, они были талантливые ребята, которые любят искусство наше, они вдохновлялись, они полностью вкладывались в это, и они ценили то, что я делаю для них, и они были благодарны. Вы знаете, у нас сколько семей получилось? Я недавно попала на свадьбу, и меня встретили вот эти семьи, там около 15 семей наших, которые вот там нашли себя. У меня своих 5 внуков, они меня называют Бади. Вот для этих детей тоже я являюсь Бади. Это такая радость. После 20-летия я решила отдать это более молодым людям. Думала, я уже начала заниматься уже киноискусством.
Я думала, все-таки мне будет трудно содержать уже ансамбль. Завир тоже делает то, что от него зависит. Такой талантливый молодой парень. Правда, у того академического ансамбля уже нет. Молодые, они повзрослели, они все покинули ансамбль. Сейчас уже новое поколение, новые дети вырастают, учатся азам. Певцы те же, пока новых нет. Все мои воспитанники. Есть ли у вас такие проекты, которые, допустим, вот вы начали или хотели бы реализовать, но у вас на это не хватает просто как-то времени или возможностей? Очень хотелось, конечно. Очень старалась я снять вот вторую серию «Холодного солнца». События происходят в Турции. Многие люди думают, что Ярмет в этом фильме, он бессердечный человек, который не оценил любовь Яргунат. И многие не поняли его судьбу. Мы во второй серии хотели рассказывать. И вот сколько лет я хочу снять этот фильм в Турции, все собираюсь, но никак не получается. Ну, финансовые затруднения. Вы являетесь автором множества книг, романы, энциклопедии, словари. Вот из всех ваших трудов, какая вам книга больше всего запомнилась, то есть издание книги, может, да, какой труд вы выделили бы? По реакциям моих читателей, наверное, первое место занимает вот мой роман «Блажная». Это самая моя такая книга, о которой написано свыше 100 рецензий в азербайджанской прессе. В те времена очень много читающих было. Вот этот мой тираж за неделю купили. И появились такие рецензии, очень интересные. Мне сотни людей звонили, ко мне в редакцию приходили. Каждый себя видел. И вот недавно была презентация моей книги, там помню, что во время презентации мои читатели, несколько человек, как будто они сговорились, и все просили, мы убедительно просим, снимайте этот фильм, он нужен. Такой, тема злободневная, тема о счастье, о том, как мы не ценим счастье. Начинаем ценить после того, как его теряем. Это вообще человеческая натура такая. Она не может ценить полностью, когда имеет, а потерявший уже думает. И вот эта книга мне подарил, вот хочу показать тоже нашим зрителям. Да, это вот, в пожалуйста, бурсе. Вот такая книга, она переведена на турецкий язык. Ага, турецкая аудитория тоже не маленькая. Не маленькая. Да, вот, и была очень интересная презентация этой книги в бурсе. Я помню, сотни людей пришли. Мы в Балакисире тоже сделали презентацию этой книги. Вот вопрос опять же про книгу. Вот вы написали немало книг. А какая была самая трудная работа написать? Вы знаете, Заур, есть у человека генетически заложенное чувство принадлежности к определенному этносу. Это вписывается в нашу память чем? Материнской колыбельной, привычной родной речью, нашими любимыми привычками и традициями. Мы не определяем национальность. Национальность – это от Бога. Этот мир нас принимает как представители одного конкретного народа. Значит, все от Бога. Наше самосознание определяет окружающий наш мир. А в нашем самосознании есть такое, что вот именно я лезгинка, я горжусь, что я лезгинка. Вот это не от меня, это тоже от Бога. Ну, просто так гордиться, что я лезгинка, я испанка. Ну что ж, мы все представители какой-то нации. Есть некие невидимые нити, которые связывают именно людей конкретной национальности. Для меня вот гордость за свой народ – это то, что ты делаешь, хоть вот капельку что-то для своего народа, для культуры своего народа. Вот я это считаю патриотизмом. И вот, когда я взялась за эту книгу, за книгу, о которой я хочу вам рассказать, это энциклопедический сборник «Кусары-кусарцы», «Кцар-кцар-вияр», 700 сколько страниц там. Я над этой книгой работала 13 лет, собирала материалы 20 лет.
А верстка книги мне длилась ровно год. Здесь материалы на 2 языках. Это аналогичные материалы. Каждую главу можно назвать одной книгой отдельно. В примере одного района я хотела показать, кто такие лезгины, чем они занимаются, какая у них история. Я хотела рассказать о самобытности древнего народа Кавказской Албании, что у них такая глубокая история, которую мы все должны знать. Об этой истории писали древнегреческие историки, Геродот, Страбон писал, древнеримские историки, Стефан Византийский, Аполлоний Родосский, там, арабские историки писали Куфи, Баладзори, Хамави. Вот все они писали об истории нашего народа. Писали русские ученые, Гериберт, Ревер, Латышев, Ямпольский, Услар. Они же не могли высосать из пальцев историю. У нас такая древняя история. Я хотела сделать экскурс, занятие лезгин. Почему-то нас хотят показать чеванами, животноводами, земледельцами. А другие ремесла, которым мы заняты, ковроткачеством занимающиеся наши женщины, вот их труды, они же украшают все музеи мира до сих пор, начиная с 17 века, особенно наши сумагы и наши канатоходцы, наши альпинисты. Еще в 19 веке Услар говорил о том, как лезгины по образованности опережают европейские народы. Услар тогда писал, а я привожу в этой книге пример. Только выходцев с Кусарского района, докторов наук 150, 500 кандидатов наук. Ничего себе. В то время, когда книга издавалась, а прошли годы, а еще они прибавились. Вот это показывает об уровне образованности населения вот одного района. Я, знаете, о чем часто сожалею? За 26 лет, которые руковожу этой газетой, я постоянно ездила по деревням, по селам, по республике и за границей, всегда собирала фольклорные материалы и каждый раз встречалась с уникальными людьми. Я писала о них вот, десятки статей, но одно дело, в 3-минутной там, картине рассказываешь о человеке, а другое дело, вот 30 листов посвятила. Это совсем другое. И я знала женщин, которые подряд вот часами вот, читают стихи наизусть. Нахамуши вацатомер, вацаваят каидия, навидер зазакаймер, зумвалани каидия. И патара эверналды, ам патара ванжедане, ярьялуху чараданхо, Любовь к этим четверостишиям я переняла от мамы. Моя мама была педагогом азербайджанского языка и лезгинского. Была влюблена в наш фольклор. У нее был красивый голос. Она тихим голосом всегда подпевала наши народные песни. Она всегда свои чувства выражала баядами. Рағ-яни-ву, варз-яни-ву, вучет-ала, Иса иқа гюрчек-шеде, аман садалла. Ты солнце ли, луна ли, разве человек может быть таким красивым? А когда умирала, вот я до сих пор помню, вот она напевала, оказывается, «Пектин кафанды кутуна, зунсурарис тох чехилар, зидуньядик виль галама, сурак пенджер турганьяр». А мой папа, он агроном по специальности, он участник войны, такой очень серьезный человек, он таким сказочником был. Он рассказывал, знаете, про кого? Про Асад Искандер. Так мало сказок про Асад Искандер. Он каждый раз нам новые истории рассказывал. Я потом, когда в университете начала учиться, и начала копаться, искать в дагестанской литературе. Есть ли такие сказки, которые отец рассказывал? Я же здесь преподавала в Бакинском филиале Дагестанского государственного университета лезгинской филологии 5 лет. И тогда они мне нужны были. Я специально поехала в Дагестан, там покопалась в библиотеках. Я нигде не нашла те сказки, которые мне отец рассказывал. Оказывается, он придумал, мы же требовали каждый день у него новых сказок. Он рассказывал это.
И все это богатство он забрал с собой. Понимаете? Вот это чувство меня все время терзало. Поэтому я решила, что сделать. Я выпустила книгу «Зизари Халк. Мой поэтический народ». Это четверостишие, созданное нашим народом, нашими лезгинами. Я издала книгу, а сразу, знаете, кто откликнулся на это? Азербайджанский институт при Академии наук, институт фольклора. Их очень заинтересовала эта книга, и они мне предложили: давайте переведите баяды на азербайджанский язык, мы издаем вашу книгу. И я 420 баядов, и все не смогла, конечно, это очень трудоемкая работа, да. Самая трудная. Иногда целый роман, и в 4 строках ты передаешь. Я осилила только 420, они выпустили мою книгу. Они мне сказали: спасибо, что вы сделали такую работу, потому что это наследие вашего народа. Вот. К примеру, смотрите, вот мы сейчас аудитории показываем ваши труды, и наверняка у кого-нибудь возникнет желание приобрести, ознакомиться с ним книгой. Вот вопрос такой: где можно купить, приобрести, может как-то вот через почту вы отправляете, как вообще происходит? Вот. Через почту. Сейчас через почту все можно. В Баку во всех книжных магазинах можно мои книги найти. Можно. Конечно. Это все, любой желающий, чтобы мог приобрести труды. На мой взгляд, это очень достойные труды. И в интернете есть, на моем сайте Седагет Керимова, все книги в открытом пользовании. Да, любой может в PDF-формате прочитать мои книги. Там и мои песни, там и книги. Потому как мы видим, вы очень улыбчивая, вы излучаете позитив, да? Вот вы счастливый человек в жизни. И что делает вас счастливым? Вот, что для вас есть счастье? Вот. Счастье — это такое сложное понятие. Для меня счастье, конечно, счастье в первую очередь моих детей, счастье моих внуков. Счастье быть с родным человеком, с которым прожил долгие годы, рядом, бок о бок. Счастье — это когда имеешь любимую работу. Обычно день начинается у меня в 5 часов утра, я делаю быструю ходьбу, потом зарядка до 7 часов. Потом каждый день в 8 часов я здесь бываю, долгие годы. В это время в издательстве никого не бывает. Если я в 8 не буду на работе, я не успею тот день, то, что задумано. А ухожу я после всех. Конечно, мое самое любимое занятие – это садоводство. Я очень люблю свой сад. В Кусарах у меня цветущий сад. Я люблю выращивать цветы. Вот это доставляет мне такое удовольствие. И каждый раз, конечно, оттуда возвращаюсь с мозолями на руках. Обязательно вот щипы. Сад, то есть это отголосок в кружок детский. Да. Есть ли у вас какой-то собственный взгляд на то, как можно сегодня в нынешних условиях глобализации и влияния культур, давления культур, но мы известно, что лезгины, опять же, разбросаны в России, в Турции, в Киргизии, где только нету, да? Вот в этих условиях нам сохранить свою идентичность, свой язык, чтобы, вот, как говорят, дедей чал, да, материнский язык, может, зрители, кто смотрит, пускай что-то может им посоветовать, не осуждая, да, потому что понятно всем, да, а вот как нам сохранить, то есть обращение этим матерям, наших маленьких подрастающих лезгинов и лезгинок, как сохранить в этих условиях лезгинский язык, что бы вы посоветовали им? Значит, недавно у нас было занятие в нашем клубе лезгинского языка, и я там обращаюсь, у женщин спрашиваю: как вас дети называют? Мама. А парни: как вас папа? Я говорю: а на лезгинском как говорит? Как надо? Диде, буба. Диде — это же самое главное слово в нашем языке. Мы потеряли самое главное слово. Я ездила в село Стур услышать исконную нашу лезгинскую речь. Сижу там и оттуда слышу: кто-то: мама! Стуре. 60-летняя женщина зовет 80-летнюю свою мать
Мама. Представляете? Я была в шоке. И везде вот этот случай. Почему мы это слово потеряли? Почему? Что произошло? Наше самосознание, почему нас подводит? Почему слово «буба» мы забыли? Почему все вышло это из обихода? Нас заставили? Неправда. Нет, нет. Кто мог нас заставить? Ассимиляция – это неизбежный процесс. Это во всем мире происходит. Каждый день вымирают языки. Мы же должны что-то делать. Неужели трудно говорить на родном языке, если ты можешь говорить? Научить языку не только обязанность матери и отца. Есть такие требовательные отцы, они очень уважают это мнение. Вот сейчас у нас в районе часто начали говорить на эту тему. И наши дети одновременно несколько языков изучают, лезгинский язык им мешает. Это неправда. И человек, знающий свой родной язык, лучше осваивает другие языки. Это доказано учеными. Человек может одновременно выучить 10 языков. Чем много языков знает, тем внутренне богаче он становится. Я не могу смириться с этой мыслью, что когда-то уйдет мой язык. Я просто представить не могу, я не хочу этот день видеть. Но вижу безразличие людей. Не могу примириться с этим. В Кусарах звучало 3 речи. Смотрите, лезгинская речь, азербайджанская, русская. Все азербайджанцы, русские и евреи говорили на лезгинском языке. А кусарские на 4 языках прекрасно говорят, да. Понимаете? В Кусарах проживающие вот азербайджанцы, русские. Так красиво они говорили на лезгинском языке. И такое доброе отношение было языков. Сейчас вот это отношение немножко изменилось. Каждый народ ответен за свой родной язык. Наше старое поколение все, что умело у себя, передало нам. Самое большое богатство – это наш язык. А что мы передадим нашему поколению? Мы обязаны его передать. Мы обязаны. Это долг. Это долг, поставленный перед Сколько нами веков Аллахом. До нас дошло, и мы сейчас бах остановили. Но да. Мы не имеем права этого делать. Значит, мы виновники всего того, что происходит. Вот наше поколение несет самую большую ответственность за язык. Надо любить свой родной язык. Надо любить свой государственный язык. Дорожить. Для нас самый большой лозунг для нас – это сохранение нашего родного языка, понимаете, который сейчас плачет, сейчас ищет помощи. Наш язык, как ребенок, который в материнской ласке нуждается, а от него отрекаются в первую очередь молодые матери. Вот я тот день опять вот молодым тоже задаю вопрос. Вы поженитесь, у вас будут семьи. Вот как вы назовете своих детей? Какими именами? Опять начнутся вот эти европейские имена. Мы все забываем, все традиции наши куда-то уходят. Мы не так танцуем, мы не так поем, мы не так говорим. Все делаем не так. Что с нами происходит? И что будет дальше? Что будет дальше? Мы сегодня проживаем уникальное время. У нас есть уникальная возможность, инструмент для работы над этим – это интернет. Конечно. Такой возможности не было у наших предков никогда за всю историю существования лезгин. На сегодняшний день мы можем сказать слово, и оно секундально доходит до тысячи людей. Правильно. Эту возможность мы, конечно, не можем не использовать. И это интернет нам сегодня дает надежду на то, что мы с этим работаем и достигнем апогея на пути сохранения нашего языка. Я хотел бы вопрос задать вам. Вы уже печатный, вы же корреспондент, то есть редактор печатный. Когда вот переходный момент с газеты печатной в медиа, то есть в социальные сети, на видеохостинге, все вот эти вот, сложно ли вам удался этот переход? Потому что там смартфоны, каждый день обновления, сегодня привыкаешь к этому гаджету, а он через полгода меняется, нужно переучиваться. Сложно ли вам дается взаимодействовать с гаджетами, с современными технологиями? Что вы вообще думаете, какой потенциал есть сегодня у вот этих технологий?
Вы знаете, мы воспитанники советского периода. Мы получили образование в университетах. Для меня, например, был примером Гасанбек Зардаби, первый издатель, который создал национальную газету «Экинчи». И для меня был кумир Гаджибек Гаджибеков, который создал первую лезгинскую газету «Ци Дунья», «Новый мир». Мы учились у них. Они просветители, они ученые, они журналисты. Мы работали с Музафаром Меликмамедовым ровно 26 лет. Это известный писатель, журналист, человек, который полностью себя отдал служению лезгинскому народу. Вот этот человек, автор множества книг, который не знает более трудной задачи, чем справиться вот с этим. Мы вместе 26 лет стараемся как-то просветить свой народ, понимаете? Но как мы просвещали? В школах, где обучаются лезгинские дети, там проходили уроки лезгинского языка. Сейчас сократили, сейчас час. А раньше было 2 часа. А нет учебников, нет педагогов. Мы тогда не начали унывать, там, жаловаться. В газете целую страницу выделили для школы Самура. Самур де Мехтеб. И мы там правила грамматически начали публиковать, о наших классиках начали материалы давать, и сказки печатать. Вот эту роль мы как-то взяли на себя. И мы безвозмездно это раздавали по школам. Но у нас был тираж 2000. Наша газета же не субсидировалась. Раньше, до меня субсидировалась газета, а в 97 году как раз совпало с моим назначением, понимаете? То есть наличные ваши средства. Это все знают, никому не секрет. Но были подписчики, которые подписывали, вот они как-то нас поддерживали. А потом их стало меньше. Всю жизнь мечтали иметь хотя бы 4000 подписчиков. Если было 4000 подписчиков, мы самофинансировались бы. Издание вообще национальной газеты, этнические газеты, это очень неблагодарное дело, это очень неприбыльное дело. Но кто-то же этим должен заниматься. Вот Гасанбек Зардаби, что имел, все для газеты отдавал. Гаджибек Гаджибеков, он же так бедно жил. Человек, вечно трудящийся ради лезгинского языка. Вот занимался он собиранием фольклора, он издавал газету, он выпускал учебники. И вот такого благородного человека в 1937 году, как врага народа, посадили и в 1941 году убили в тюрьме. Мы для себя поставили цель. Мы должны до конца жизни посвятить себе вот этой цели, сохранению языка. Самый лучший мой гонорар был за эту книгу. Ни копейки на себя не потратила. Весь этот гонорар ушел на сохранение редакции. Вот эти комнаты я арендую. Я плачу каждый месяц 192 маната. За печатание каждый месяц я платил с кармана. Я и редактор, я и водитель, я и почтальон, я и корреспондент, я и фотограф. Я и комнату сама убираю. Знаете почему? Потому что нечем платить. И во всех технических делах мне помогал мой супруг Мубарис Азизов. Все эти пачки газет проходили через его руки. Вся техника, которая у нас в редакции, это благодаря ему. И моя семья, конечно, меня всегда поддерживала. Без семьи я ничего не сделала бы, без моих братьев, без их поддержки я ничего не сделала бы. А вот мы с супругом, после того, как издавали газету, мы садились в машину, он за рулем, и мы все эти газеты по пунктам назначения, у нас маршрут был Хачмаз, Худат, Губа, Кусары, в обратном пути Девичи. Вот мы раздавали каждый раз. Я помню такой случай. Супруг был в командировке, Музафар заболел, газету напечатали в 3 часа утра. И я с этими тяжелыми стопками на улице стою, жду такси. Такси проезжают и не останавливают. И наконец-то один такси остановил. Я все эти пачки, они очень тяжелые. Я вам покажу, они какого размера, там сколько килограммов. Я эти пачки положила, значит, в багажник, и он меня подвез к дому, оставил. Эти пачки я опять домой отнесла.
Я обняла эти стопки, так зарыдала. И решила, все, я оставляю газету. И не буду больше выпускать, надоело. Если никому не нужно, и мне тоже вообще. Вдруг я, знаете, что почувствовала? Такую боль. Я говорю, как? Как можно газету оставить? У нас же никогда в Азербайджане не было лезгинской газеты. Это первое лезгинское «Ласточка» издание. Мы с Музафер Мелимом решили, перейдем на онлайн-газету. А сайт у нас был профессиональный. Больше 10 лет нашему сайту. Этот сайт мы немножко профессиональный уровень привели. Газета издается в таком же формате, те же материалы, также мы трудимся, также работаем, также ответственность чувствуем. Вот этот же формат просто на бумагу не переносим. Интернет вам дал обратную связь. Вот возьмем, к примеру, YouTube канал, да? Там столько людей пишут комментарии. Кстати, читаете книги? Я все комментарии читаю. Ни один комментарий я мимо не пропускаю. Я все вырезки своих газет сохраняю. Если открою, увидите мой архив. Что бы вы хотели сказать своим подписчикам? Смотрели мой фильм 15 миллионов человек. А у меня подписчиков знаете сколько? Да. 125 тысяч. Ребята, это же не так трудно. А тут одну кнопку нажать. Там одну кнопку нажать. Многие люди не понимают важность подписки. Подписаться очень важно для канала. Алгоритмы YouTube так устроены. То есть человеку будет легче, любому автору своего контента, каналу будет легче продвигать свой контент, опять же, да, и содержать его. Поэтому, друзья, подписывайтесь, это очень важно. От этого зависит судьба канала. Да. От этого зависит настроение блогера. Вот именно. Поэтому вот если вы поддержите, у нас появятся новые фильмы, новые проекты, и вы будете довольны. И вы, как видите, мы стараемся на нашем канале не только фильмы показывать, а просветительскую работу. Да, это очень полезный контент, то есть, согласен. Но я как владелец своего канала Лек Продакшн, мы будем вас поддерживать всеми силами и желаем удачи, процветания вашему каналу личному. Очень интересный контент делаете, полезный. Садагет вах векезгилогон из гичалди. Зазмадни сара лускан за сази патава. Зу с шмут активди ко чигадари патриотри леки фонд ФЛНК. Вот и организация активди ко астхаячи потогва хабри вида торча за лускан за кез саграй парак саграй. Кне вах чагуна чи суал из джаваб аргана. الله تخرجك صار كم برقم كشي لزجي خالتني جيب ليرة لك أهل روسيا كنا فيردا كيل دماغ صادتنا صار كم برقم شو شادية كهجلز أكون أرخنا اختل تراونا وسيف قصانا بتشي فلنكادي بريزيدنت هذا نصار لوز كنا وزاز كي ممكن والجان وكه تنا كهجلز مقوى تنشكو كيس والارجو يقوم قسام ملي اختلافهم زازني интервью или закуда интервью де пунктур инсарис паракан сагралус ганза фэнкаде кил Васиф Хасановас адас агал қонар хурай кюлеки фондонес паракан сагралус ганзва хакни унатикюрнова Лек Продакшн дес чихи агал қонар хурай ки крар велик фирай ки мурадар қилиза қатрай ки виридан чанар саграй заз иған вақт чара авуна ярғал реқер атана ата ви кошар сахой ви группа дезас параган сарал хусканза и вунни пара рик ичми инсая қани хиссерви ви қани суалар авай ви чан сахрай Сара, параган сара. Сашикин я